15 декабря в Тинькофф-холл пройдет Science Slam Евразия, организуемый совместно с Евразийским научно-образовательным центром мирового уровня. В программе 6 докладов, в которых доступно, наглядно и с юмором молодые ученые расскажут о своих уникальных разработках, Альбина Фаритовна. Ну, доклады серьезные, и нам вот жутко интересно, насколько наука может быть смешной, ведь предполагается, что это будет своеобразный научно-юмористический стендап. Ну, поговорим об этом с нашим гостем. И сегодня это один из участников, как мы и предполагали, Артур Кутлубаев, лаборант кафедры почвоведения и точного земледелия Башкирского государственного аграрного университета. Рада вас видеть, Артур. Доброе утро. Во-первых, для тех, кто, может быть, никогда не слышал про Science Slam, мы попросим вас в двух словах объяснить, что это такое. Это такой некий научный стендап, где молодые ученые в шуточной форме рассказывают про свои научные проекты, научные исследования, да, тем самым популяризируя научную деятельность в целом. То есть основная идея через легкую подачу сложных вещей как бы продвинуть науку в общие массы. Да, конечно. Чтобы молодежь прежде всего заинтересовалась, и прежде всего, конечно же, там большая часть аудитории, это молодая аудитория. Поэтому наша задача как можно интереснее рассказать, чтобы заинтересовать, чтобы люди занимались этим. Интереснее. Научный юмор же, он же тоже очень специфический, да? Я бы, знаешь, каким образом вопрос поставил? А существует ли юмор у ученых? Безусловно, конечно же. Мне всегда казалось, что это очень скучно. Я не хочу вас обидеть. У медиков свой юмор, у телевизионщиков свой юмор, мне кажется. А задача какая, чтобы идею, основную научную суть донести до всех? Или все-таки это такой междусобойчик, где поймут только ваши коллеги? Конечно же, это прежде всего донести основную информацию, что в чем на сегодняшний день, что перспективно, что актуально, прежде всего, да. Ученые занимаются тем, что на сегодняшний день нужно обществу, да, и тем самым, да, будет как раз-таки проверка, в чем заинтересована молодежь, да, будет проводиться непосредственно, скажем, голосование при помощи шумомера, да, где определится как раз-таки тем самым победитель. И можно определить по этому критерию, чем заинтересована на сегодняшний день аудитория. А почему шумомер? Это смеха? Это уровень аплодисментов, смеха и всего прочего. Там кричалок, голосовалок и так далее. Хорошо, Артур, вот здесь такой важный момент. Ну, понятно, что очень важную роль играет самоподача, какие-то юмористические элементы, умение держать себя на сцене. Мы не будем закрывать глаза на серьезность научного исследования, потому что это же не просто какая-то простая там лабораторная работа, это действительно большое научное исследование. И в этой связи я попрошу рассказать вас о том, что будете презентовать вы, какой труд вы создали. Я буду презентовать в целом концепцию сити-фермерства на сегодняшний день. Вы, наверное, слышали? Честно, нет. Сити, ну, понятно. Да, сити – это городское фермерство, да. То же самое, только фермерство, то есть выращивание растений, разных растений, овощей в городских условиях, то есть в обычных помещениях, да. И мой доклад будет состоять из двух частей, прежде всего, для чего это нужно, чем это актуально, перспективно сити-фермерства. И непосредственно второй упор будет идти на наши исследования, которые мы проводили на факультете агротехнологии и лесного хозяйства Башгау. Вот. И как это, в общем, повлияет тем самым, да. Ну, иначе говоря, вы ратуете за то, чтобы сельское хозяйство потихоньку из деревни перебиралось в город. На балконы. На балконы. Балконы, вообще в целом в промышленном масштабе. То есть, да, чтобы вот обычно, знаете, вот как человек при помощи телефончика мог вот управлять любым, допустим, маленькой сити-фермой. Ну, представим, у вас, допустим, сити-ферма. Вот в таком помещении, допустим, да? И вы можете что угодно вырастить, да? Для этого нужно набрать. Главное, чтобы это было не запрещено законодательством Российской Федерации. Да, безусловно, да. Чтобы это, прежде всего, было и, как говорится, не запрещено, да, и это было нужно, да. Можно выращивать абсолютно все, абсолютно любые культуры, за исключением корнеплодов. В смысле, вот в этом помещении корнеплоды просто не взойдут, скажем так? Нет, не в этом дело, там есть свои технологии, да, потому что вот и они разного рода, есть ограничения по этим технологиям. Вот, там только можно выращивать своего рода помидоры, огурцы, там салатные культуры и так далее. То есть в этом. Ну вот мне понятно, да, что это ваше направление, ваша специфика, а другие участники, они тоже с вашего университета или там есть совершенно разные направления? Абсолютно разные направления, каждый представляет что-то свое. Есть авиационный университет, нефтяной университет там, и тому подобное. То есть, да, у них тоже очень интересные проекты, вот, и они тоже будут представлять всякие новые свои наработки, разработки. И вот именно поэтому и используют шумомер, да, потому что, ну, как можно сравнивать между медицинским исследованием и исследованием, скажем, растений? Ну, вот смотрите, вы сейчас пришли в эфир, вы себя комфортно чувствуете? Да, конечно. Где вам будет комфортнее, на сцене или вот как вы сейчас себя чувствуете? Как вы считаете? Ну, надеюсь, что на сцене будет комфортно. Среди растений, надо было сказать. А вам кто-то помогал переписывать ваш доклад в юмористическую форму?
Это все, знаете, моя инициатива. Я, наверное, с курса второго, с первого это продвигаю в нашем университете аграрном. Вот, и хочу, чтобы это стало, чтобы, знаете, вот есть же у людей ассоциация агроном, это человек на поле, да? Он на поле там весь в пыли, ползает там все, и со всеми ругается и так далее. На самом деле это не так. На сегодняшний день, да, уже в любых зарубежных странах агроном это прежде всего человек, который уже, ну, как я и сказал, с современными гаджетами пользуется, да? И агроном. Телефоном с хорошей заработной платой. Плата непосредственно. Который может позволить себе купить квартиру не в ипотеку. Да, безусловно, безусловно. И в этой квартире выращивать корнеплоды. Нет. Корнеплоды не растут в квартирах. Нет, это, безусловно, можно, конечно, сделать, но надо исследования проводить. Исследования, да, и поэтому как раз это хорошая площадка, чтобы вот, ну, кого-то заинтересовать в этом плане. От себя хочу добавить, что трансляция Science Slam Eurasian будет проходить в социальных сетях 15 декабря, а чуть позже наш телеканал обещает показать это в повторе уже, да, в эфире телеканала БСТ. Ну что, так как мы с вами познакомились, единственное, мы за вас будем переживать, держать кулачки, как и весь ваш университет, мы уверены. И пошуметь же придется. Пошумим. Это был Артур Кутлубаев, лаборант кафедры почвоведения и точного земледелия Башгау. Событие действительно уникальное и, ну, в какой-то беспрецедентно, мне кажется, в нашей республике. Абсолютно с тобой, Лена Фаритовна, КВН согласен. вытеснит? Нет, этот жанр. Как вы считаете? Этот жанр вытеснит КВН, потому что КВН сейчас вообще все вытесняет. В том числе и программа «Солям». Спасибо.